Приветствую всех зрителей моего канала. Сейчас я снимаю видео, дублер моего видео Opel Astra, правильное подключение вакуумных патрубков. Двигатель C16NZ, который устанавливался на автомобиле Opel Vectra и Opel Astra F. Хочу выложить правильность подключения патрубков в более подробном варианте. То первое видео, которое у меня есть на канале, оно не очень качественно снято, потому что, если честно, уважаемые зрители, я снимал его чисто для себя, потому что после ремонтов автомеханик часто путал вакуумные патрубки и выдавал ошибку 33, к примеру, когда обогащенная смесь была. То есть черный дым из трубы валил, и машина себя неадекватно вела. Оказалось, местами перепутаны два патрубка. Сейчас я пройдусь по правильности подключения, покажу, какой куда идет, кому-то может пригодиться. У меня один пользователь на канале отписывался в комментариях, но он был не в адеквате, там нецензурщина была, и, соответственно, очень некультурно в моем отношении выражался. Кому приятно такие комментарии читать, естественно, я его забанил, комментарий удалил. Надеюсь, это видео кому-то поможет. Если у кого такая машина была, отписывайтесь в комментариях, либо у кого она сейчас есть. Тоже буду рад прочитать ваше мнение. Итак, приступим. Ребята и девчата, если смотрят, мало ли владельцы машин есть такие. Я извиняюсь за текст, за слова паразита, импровизирую, не готовился, снимаю сразу, как говорится, на сыром месте. Выкладываю без всякого монтажа и обработки. У меня нет ни возможности, ни времени этим заниматься. Итак, приступим. Вот он, мотор C16NZ. Он горячий, я сейчас к нему стараюсь не докасаться. Я только вот приехал, остановился, погулял тут вот у пруда, на котором провел свое время. И теперь проверим подключение. Ну, первое, вот, это кожух воздушного фильтра. Тут никто не запутается. Он на защелках. Гофра идет к черепахе. Сразу говорю, вот по горькому опыту своему, когда его снимаете, одевайте, лучше отстегните гофру, потому что у меня один раз так порвалась. Тут мне помогали, и, соответственно, вот здесь она снизу порвалась, не сразу было заметно. Был подсос воздуха, и расход бензина Нива отдыхает. Я вам серьезно говорю. Мы заклеили герметиком, но это глупость. А он полетел сюда вот в форсунку, и мастер, который чисткой форсункой занимался, потом люто на меня ругался. Соответственно, был прав. Итак, приступим. Здесь все видно. Вот этот первый патрубок, он начинается у воздушного фильтра, идет и подключается вот здесь. Я сейчас подведу поближе камеру, покажу. Извиняюсь, вот, ну не могу подобрать ракурс, солнце светит, может быть это в тени. Вот здесь прям первый штуцер. Следующий, соседний с ним, идет вот такой патрубок, переходит в трубку и подключается вот сюда. Вот. Соседний с ним выходит. И вот сюда. На некий датчик. Теперь самое веселое. Видите вот этот датчик? Вот он. Я пальчиком подвожу. Вот этот. Map-сенсор. Смотрите, куда идет. Вот сюда. Вниз. Туда. Ребята, сейчас я камеру поднесу, попробую. Значит, под черепахой подсказка, патрубок теплообменника или радиатора-отопителя, который идет на впускной коллектор. Это патрубок на выход из радиатора. Вот над ним он подключается, если так будет понятнее. Тут темно, у меня нет помощника, чтобы подсветить. Я снимаю один. Идем дальше. Что нас еще интересует? Так, сейчас, ЕГР, клапан ЕГР или Егорка его в народе называют. Вот он у меня стоит, походу, родной. Ай, горячо. Он стоит где-то в пределах 6000 рублей. Вот, ребят, я его даже не покупал, потому что слишком дорого. Вот от него идет один штуцер, и идет он вот сюда, рядом с этим вот, который я уже вам показывал. Вот, сейчас подведу. Так, я думаю, видно. Так, еще вот тут идет у нас патрубок некий. Вот он. И вот сюда он подходит. Ой, тут насекомые летают. Ну и, собственно, вот все. Основное, что я хотел показать. Вот путают часто именно вот этот, с мап-сенсором. Мы тогда перепутали вот с мапника
и вот этот синий. Синий был подключен туда вон вдаль, а этот сюда, и поэтому выдавал ошибку. Поставили на место, все пропало. Ну, думаю, видео будет полезно. Уж извините, если что не так. Ребят, серьезно, нет помощника, чтобы мы сняли это более качественно. Да и камера старая. Так что прошу прощения, если чем не угодил. Как смог, так сделал. По просьбе того неадекватного зрителя, который грубо ко мне, конечно, обратился. Мол, я поставил новый мотор, не знаю, как подключить. Ты снял, и там на букву И. Х, некультурное слово, но вы поняли. Подписывайтесь на канал.